Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Ипшара. И вновь об НДС. Встреча в общественной палате. Как правильно произносить и писать абхазские фамилии на родном языке? Главный вопрос круглого стола в Академии наук Абхазии. Новая форма и предстоящие реформы. Пресс-конференция в Государственной миграционной службе. С января этого года вступил в силу новый закон об НДС. Это решение вызвало большой общественный резонанс. Компромисс был найден с помощью уменьшения ставки налога до нуля на большинство товаров. О необходимости введения закона и возможных последствиях его принятия говорили на круглом столе, организованном Общественной палатой Абхазии. Для обсуждения вопроса были приглашены представители правительства и бизнеса. Репортаж Налы Мукба. Для бюджета НДС играет роль источника постоянного поступления доходов и позволяет государству осуществлять планируемые или чрезвычайные расходы. В нынешних условиях Абхазии необходимо искать собственные пути пополнения бюджета, средства, которые в будущем будут направлены на развитие социальных и других отраслей экономики, отметил заместитель министра экономики Ахра Аристава. Это не является нововведением для нашей республики. Закон об НДС впервые был введен в 1994 году. Но с учетом сложной экономической ситуации закон все это время работал не по классической схеме. В мире сложилась такая практика. Бизнесмены не верят власти любой, неважно это в какой стране. Значит, практика такая. Сначала меняется законодательство, потом идут инвестиции. То есть нельзя бизнесмену говорить: ты строй завод, фабрику, а мы потом там тебя, значит, НДС выровняем по сравнению с иностранным производителем, или еще какую там льготу дадим, или еще то. То есть надо сначала принять пакет законодательных мер. Речь шла о 17 законах, включая реформу НДС. Подобные изменения налогового законодательства необходимы также в связи с действием соглашения о беспошлинной торговле с Россией, считают представители правительства. Главная цель, которую сказал Ахр, это исключать выравнивание системы уровня налогообложения на местных производителей и производителей заграничных. Одна из целей. Вторая цель – это попытка выстроить прозрачную систему налогообложения, чтобы на каждом этапе было проще администрировать налогообложение, и предпринимателям было намного сложнее уходить от налогов. И третий пункт, тоже он немаловажный, естественно, исключать это, на мой взгляд, неправильно. И во всех трениях, которые были в парламенте, мы об этом говорили. Естественно, это фискальная составляющая, это пополнение бюджета. По мнению председателя Союза предпринимателей Романа Кочарава, увеличивая налоги, государство должно уделять внимание и развитию бизнеса. Предприниматели сталкиваются с тем, что, привезя продукцию в Абхазию, неминуемо присутствует какая-то естественная убыль. Это порча, просрочка, бой, некондиция и так далее. В налоговом кодексе нету даже ни закона, ни норматива по списанию данной продукции и утилизации. Это ложится бременем достаточно тяжелым на предпринимателя. Если предприниматель оставляет на складе у себя продукцию с просроченным сроком годности, то значит при ближайшей проверке налоговой или АБЭП он будет оштрафован. Новая трактовка закона не совсем устраивает малый и средний бизнес. Тем не менее, они хоть и высказываются против такого увеличения налогового бремени, но все же понимают, что жертвовать частью своей прибыли необходимо. При этом член Общественной палаты, предприниматель Абиссалом Кварча считает, что общество не было подготовлено к принятию закона. Фактически предприниматель платит только, вот, как тут Дмитрий Николаевич говорил, до этого только прямые налоги. Косвенные налоги платит фактически конечный потребитель. Но готов ли сегодня конечный потребитель выдержать всю эту налоговую нагрузку на фоне тех экономических процессов, которые происходят вообще в целом в мире? С введением НДС у государства возникли определенные сложности. В закон были внесены поправки. Большинство вопросов сняты. Так, от уплаты НДС освобождена большая часть товаров. Таким образом, учтены интересы отечественных предпринимателей и населения. И, как говорят представители правительства, никто и не рассчитывал на то, что общество сразу воспримет такие реформы. Нала Мукба Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Генпрокуратура сообщает о задержании жителя Гудаутского района, подозреваемого в убийстве, совершенном 3 февраля 2016 года в Гудауте по улице Алания. Данные подозреваемым в интересах следствия не сообщаются. Напомним, 3 февраля на первом этаже жилого дома в Гудауте были обнаружены два тела. Николая Морозова, 1925 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти, и Юрия Морозова, 1953 года рождения, с признаками насильственной смерти. По данному факту прокуратура Гудаутского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 99 части 2 Уголовного кодекса Республики. Сегодня в результате проведенных следственных мероприятий сотрудниками прокуратуры Гудаутского района совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел Республики Абхазия и отдела внутренних дел по Гудаутскому району было установлено и задержано лицо, совершившее данное преступление. Как правильно произносить и писать абхазские фамилии на родном языке? Главный вопрос встречи, состоявшейся в Академии наук Абхазии. В ней приняли участие представители правительства и филологи. Вопрос правильности написания фамилий актуален давно. К процессу выдачи новых паспортов гражданам республики приступят в скором времени. Необходимо утвердить научно обоснованную форму написания фамилий на абхазском языке. 4, а то и 5 вариантов написания и произношения некоторых абхазских фамилий – факт, нередко встречающийся. Если в разговорной речи мы можем позволить себе произвольно произносить фамилии, то в письме ошибкам быть не положено. Особенно в документе, подтверждающем личность гражданина. Научные деятели, языковеды и члены правительства убеждены, будущим поколениям необходимо донести фамилии, написанные в научно обоснованной форме. Заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований Лилия Хагба рассказывает, с данной проблемой филологи сталкиваются давно. Вопрос стал уже рассматриваться на официальном уровне. Когда количество людей стало увеличиваться, обычно к нам людей направлялись в Министерство юстиции, мы решили, что нужно создать специальную комиссию, которая этим будет официально заниматься. Но мы просто на добровольных патриотических началах, мы покойный Юрий Будисович Аргун и я этим вопросом занимались. Годами ранее проект с 500 правильно написанными фамилиями был представлен в правительстве, опубликован в различных СМИ. На электронном носителе данные были переданы в АВИР. Когда выдавали абхазские паспорта, вначале этим нашим проектом пользовались. Ну а потом, видимо, были упущения. Опять пошли ошибки, эти паспорта выдавались с неправильными фамилиями, там или фамилия неправильно зафиксирована, или имя, или отчество, или место рождения. Вместе с тем вопрос произношения и написания фамилий зачастую решается локально, в среде однофамильцев. По словам Лили Хагба, таковых около 10. Однако надеяться на инициативу представителей других фамилий и ждать какого-либо решения не стоит, считают участники встречи. С этим согласился и советник президента Владимир Зантария. Он уверен, установить и утвердить научно обоснованный вариант написания фамилий могут только филологи. Написание фамилий также требует упрощения, выразила мнение советник президента по вопросам государственной языковой политики Тали Джопуа. Активное обсуждение вызвал вопрос написания фамилии женского рода на абхазском языке. Предложение по озвученным вопросам необходимо внести в рекомендательное письмо и направить в правительство, считает доктор филологических наук Вячеслав Чирикба. А для этого необходимо создать рабочую группу. Все-таки нужно основание все-таки какой-то работы, такой сделанной, научной работы, которая дала бы рекомендации к написанию абхазских фамилий на абхазском языке, и транскрипция абхазских фамилий на русском языке. Необходимо вернуть исконную форму написания измененных абхазских фамилий. Президент Академии наук Зураб Джапуа назвал такие фамилии, как Гицбая, Зухбая, Аргуния, представители которых в основной массе жители Гальского района. Юрист Батал Табагуа в свою очередь отметил, менять фамилию ребенку родители могут по собственной воле до его совершеннолетия. После 18 лет это право принадлежит самому гражданину. Первый вице-премьер Шамиль Адзенба отметил важность поднятой на встрече темы. Он призвал языковедов прийти к общему мнению, что позволит сделать поэтапные шаги в решении данного вопроса. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» заявила о своем выходе из Координационного совета. Решение об этом было принято на заседании Политсовета партии. Свое решение члены Политсовета обосновывают тем, что Координационный совет стал играть в жизни общества все меньшую роль. Коалиция, по мнению Политсовета партии, существует только на бумаге. В сложившихся условиях Политический совет партии «Единая Абхазия» с особой ответственностью подчеркивает, что сегодня страна стоит на переломном этапе своего развития, и от решения заявленных ранее обществом проблем зависит дальнейшее развитие страны. Об этом, в частности, говорится в распространенном заявлении партии «Единая Абхазия». О планах и предстоящих реформах в структуре службы государственной миграционной службы рассказал журналистам на пресс-конференции начальник ГМС Алексей Аджинджал. За прошедший год поставлено на учет больше 4000 иностранных граждан. Столько же заявлений поступило на получение разрешения на трудовую деятельность. Подробности в репортаже Симы Аргун. В конце марта с потеплением в Абхазии ожидается основной поток трудовых мигрантов. Но на сегодняшний день у службы нет полномочий над контролем и регулированием миграционных потоков в полном объеме, что, по словам Алексея Аджинджал, затрудняет ведение учета лиц, прибывающих на заработки в нашу страну. Только за прошедший год службой поставлено на учет около 4500 иностранных граждан. Незаконная миграция и нелегальная трудовая деятельность мигрантов несут в себе угрозу национальной безопасности страны, приводят к росту теневой экономики и коррупции, говорит начальник ГМС. Ежегодный рост миграционных потоков, по мнению Алексея Аджинджал, требует ужесточения учета и контроля соблюдения правил пребывания иностранного гражданина и лиц без гражданства на территории нашего государства. За 2015 год службой поставлено на миграционный учет около 4000 иностранных граждан, а если точнее 4480 человек. За этот же период принято 4486 заявлений от иностранных граждан с последующим получением разрешения на трудовую деятельность. Следует отметить, что иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Абхазия, с целью осуществления трудовой деятельности в обязательном порядке проходят медицинское обследование в лечебных учреждениях системы здравоохранения Республики Абхазия. Выявлено ВИЧ-инфицированных 4 иностранных гражданина, которые были немедленно выдворены. С наличием гепатита Б и С выявлено 223 иностранных гражданина. Итого общая сумма всех поступлений в бюджет государства в виде государственной пошлины от служебной деятельности Государственной миграционной службы Республики Абхазия составляет 25 миллионов 390 тысяч 600 рублей. Мы ищем иголку в стоге сена, говорит Алексей Аджинджал. По его мнению, вылавливание на улицах во время рейдов так называемых гастарбайтеров не дает возможности вести должный учет. Алексей Аджинджал считает, что работа миграционной службы должна начинаться с государственной границы. Начальник ГМС разработал проект, который помог бы ввести полный контроль лиц, прибывающих в Абхазию на заработки. Он предлагает поставить специальный терминал после зоны таможенного контроля – ПИК, пункты миграционного контроля. Именно там, согласно проекту, иммигранты смогут получать миграционную карту и становиться на учет. Такие меры намного упростят работу службы и сделают ее более эффективной, убежден Алексей Аджинджал. Вот в этом терминале будет сидеть мой сотрудник миграционной службы с базой данных компьютерной, который будет забивать данные въезжающих в нашу страну. Рядом с этим терминалом прямо будет стоять баннер, где будет все расписано. Там даже можно сделать бегущую строку, и там просто обозначить: уважаемые трудовые мигранты, уехавшие в Республику Абхазия, просим обратиться в пункт иммиграционного контроля для получения карточки миграционного учета. Там же, когда он обратится к нам, выдавая ему учетную карточку, мы ему разъясняем, что по истечении 90 суток, во время возвращения на родину, он должен будет прийти, оставить нам карточку и уехать к себе домой. И вот тогда мы будем контролировать в полном объеме, кто въехал и кто выехал от нас. Алексей Аджинджал рассказал журналистам и о предстоящих реформах в структуре Государственной миграционной службы. Он отметил, что согласно закону, принятому Народным собранием, с апреля этого года паспортно-визовая служба выводится из подчинения МВД и становится подведомственной ГМС, которая и будет уполномочена выдавать общегражданский национальный паспорт. Ситуация с незаконной выдачей паспортов впредь не повторится, заверил начальник ГМС. Паспорт гражданина Республики Абхазия по его письменному заявлению о выдаче территориальный орган выдается уполномоченный на осуществление функций по надзору и контролю в сфере миграции. В Африке тоже паспортная служба относится к миграционной службе. Это вообще мировая практика. Я, кстати, хочу вам сказать больше. Я смотрел по интернету. Туркменистан
Северная Корея и Абхазия, где паспортные службы относятся к системе МВД. Наши работы пересекаются очень. Это должна быть одна служба. Государственная миграционная служба будет повышать эффективность своей работы, своевременно осуществляя разработку и реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции в республике, заверил журналистов Алексей Аджинджал. Сима Аргуна, Стамургожба, Абхазское телевидение. Где иностранные граждане? В ходе пресс-конференции начальник Государственной миграционной службы Алексей Аджинджал презентовал новую форму для сотрудников. Спецодежда представляет собой темно-красные жилеты с наименованием ведомства на 3 языках – абхазском, русском и английском. Носить их будут во время профилактических рейдов. 70 жилетов были заказаны в Сочи по цене 1750 рублей. Помимо жилетов, по словам начальника ГМС, в ближайшее время для работников миграционной службы будет изготовлен камуфляж, предназначенный для рейдовых мероприятий. Во время проведения особенно профилактических мероприятий, рейдовых мероприятий, мы, знаете, вот как во всем мире это принято, мы должны знать, что работники миграционной службы должны отличаться. Вот я здесь проводил рейдовые мероприятия, мы сюда доставляли около 400 человек одно время, и я не мог определить, где стоит мой сотрудник и где иностранный гражданин. Кроме этого, мигранты, которые прибывают к нам в Республике Абхазия, они должны знать, кто к ним подходит, и у них должна быть опознавательная вот такая форма. Это общемировая практика, в том числе. Я решил это ввести и у нас здесь. Я показал вначале премьер-министру, он одобрил, затем я показывал это президенту нашей страны. Он тоже одобрил. Скульптура Виталия Джения «Речная нимфа» названа лучшей художественной работой 2015 года. В Центральном выставочном зале Союза художников прошла выставка работ абхазских художников «Лучшая работа года». Репортаж Станды Отруба. Лучшая работа года. Выставка с таким названием проводится Союзом художников Абхазии уже 10 лет. В отличие от прошлого года, сейчас для выставки были использованы оба зала. Это свидетельствует о том, что все большее количество людей творческих принимают участие в конкурсе. После 3 этапов отбора в финал вышло 11 работ. Члены жюри отмечают, что при отборе учитывался творческий рост каждого из участников. Из всей выставки выбирают ряд работ, которые являются каким-то важным этапом для творчества того художника. Несколько лет тому назад, когда мы проводили подобную выставку, мы даже отметили дебют года. Поэтому я, конечно, обращаюсь к молодым художникам, больше участвовать в таких выставках. Это практика дебюта года. Если она будет востребована, мы можем ее вернуть. Возможно, появятся новые номинации. Возможно, будет какое-то деление по жанрам. Но, тем не менее, важность этой премии, она очевидна. По итогам конкурса 3 место и 20 тысяч рублей получила живописная картина «Гора Афысра» Виссариона Цвижба. 2 место и 30 тысяч рублей у Адгурам Пар, автора композиции 39. Лучшей была признана бронзовая скульптура «Речная нимфа» Виталия Джения, который получил главный приз 50 тысяч рублей. Напомним, что и в прошлом году работа Виталия Джения «Пловчиха» была признана лучшей. «Речная нимфа» представляет собой бронзовую фигуру обнаженной девушки, приготовившейся войти в воду. Работа олицетворяет экологическую чистоту, символизирует важность сохранения нашей планеты. Скульптура уже не первый раз представляется в конкурсах. Она уже побывала на выставке в Москве и заняла там 1 место. Художник постоянно должен что-то его дергать, мучить. Его какое-то желание, что потребность должно быть работать. И после каждой работы человек внутреннее состояние меняется, когда даже получилась работа, не получилась, процесс работы должно удовлетворять художника. Хочется, чтобы молодые больше были заинтересованы, выносили бы хорошие работы, достойные, тогда больше радости всем нам будет.
Большой интерес на выставке вызвали керамические изделия. По признанию Людмилы Будяк, чьи работы из керамики представлены в конкурсе, сейчас стало сложнее работать в этом направлении. Нет особых условий. Керамика немножко сложновато стала. Если раньше мы могли поехать на завод в Подмосковье, что-то сделать, то сейчас мы стараемся в местных условиях своими силами, фантазиями выполнять работу. Используем какие-то акриловые уже краски, вместо обжига пульверизацию. Очень оригинальная скульптура. И Джения, и Иванба. Джения вообще у него великолепные вещи, которые выставляются в России, здесь. Он активный участник, постоянно работает. Выставку посетило большое количество людей. Среди них много молодых художников, которые находятся в творческом поиске. К примеру, Аида Ачба предпочитает импрессионизм. Возможно, в ближайшем будущем у любителей искусства появится возможность оценить и ее творчество. Отрадно, что в этом году задействованы 2 зала и такое большое количество работ выставлено. Мне очень понравились работы Цучба, это горные пейзажи. Также мне понравились графические коллажи, это молодой студентки Абхазского университета. Очень приятно, что здесь выставлены не только работы масляные, но и также графика и скульптура. И для меня, как для человека творческого, это такой заряд эмоций и побуждает на создание новых работ, и очень приятно видеть. Выставка «Лучшая работа года» будет открыта для посетителей ближайшие 10 дней. Астанда Оторба, Беслан Шкенжерия, Абхазское телевидение. «Каникулы без границ». Форум для 50 молодых лидеров из 5 республик прошел на днях в столице Российской Федерации. В нем приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и ПМР. Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике делегировал в Москву 35 представителей студенческой молодежи и молодежных организаций республики. Об этом наш следующий репортаж. Аэропорт Внуково. Раннее утро. Абхазская делегация в полном составе прибыла в Москву. Несмотря на бессонную ночь, ребята полны сил и надежд на предстоящие дни. Час езды, и участники форума уже в Международном молодежном центре, где их приветствует советник руководителя Росмолодежи Алексей Любцов. Мы пытаемся где-то помочь, где-то поддержать, где-то возглавить, но самое главное – это наладить полноценные взаимоотношения между нашей молодежью, молодежью России и молодежью тех 5 республик, которые находятся здесь. Молодых и активных участников отбирали из 5 республик – Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровской Молдавской республики. Среди наших 35 делегатов – студенты и представители молодежных организаций, активных участников мероприятий, проводимых Госкомитетом Республики Абхазия по молодежной политике. Именно для них организована интересная и насыщенная программа. День первый. Благодаря живым свидетелям, музеям-заповедникам Царицына и Коломенское у участников была возможность ознакомиться с эпохой царствования Алексея Михайловича, Софьи и Екатерины II. Хоромы, в которых жили первые лица Руси, невероятная архитектура и атмосфера величия не могли оставить равнодушными юных посетителей. Тем более, когда все это сопровождается отменными рассказами экскурсоводов, гостями из прошлого. Сами бояре, конечно, ничего решать не могли, поэтому все нормативные акты этого периода начинаются со слов «царь приказал, бояре приговорили». То есть бояре решали только в соответствии с тем, что им указывал царь. Воробьевы горы, Новодевичий монастырь и, конечно же, Красная площадь. Все это участники форума увидели на обзорной экскурсии по столице, где у наших ребят была возможность не только пообщаться между собой, но и перекинуться парой фраз с иностранными туристами. Но тут, как говорится, больше повезло тем, кто не ленится изучать языки. Oh, I'm okay. How are you? So glad you. So it's first time to be here. What are you doing here? I just came here because I'm generally traveler. Из-за дефицита времени участники на ходу пытаются успеть запечатлеть увиденное. Ведь тут каждый шаг связан с историей. И не только России, но и частично нашей общей. Возлагая цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, ребята говорили о том, насколько важно сохранить память. Сегодня мы посетили Красную площадь, мы отдали дань уважения павшим в сражениях, и для меня это имеет огромное значение, так как и бабушка, и дедушка у меня ветераны. Каждый из нас должен
уважать и ценить их труд. Прогулка по Кремлевской площади оказалась недолгой, но ребят ждал Москвариум, который не менее впечатлил. Интересный подводный мир с его обитателями. Сбылась мечта многих участников. В таком Москвариуме впервые, так же, как и в самой Москве, и очень рада, что сюда попала. Тут очень красиво, много удивительных рыб, которые на самом деле многие даже не знали, что такие существуют. От глубины к высоте. Следующий пункт – Москва-Сити. Место, откуда столица оказывается как на ладони. Среди художников и архитекторов МИД называют потешной высоткой. Почему называют потешной? В 1953 году, когда было завершение строительства, ночью проезжал Сталин. Увидев МИД без шпиля, сказал, что это за американский небоскреб. И за одну ночь из листового железа был сварен на листе. Каникулы без границ непосредственно связаны с Международным молодежным форумом «Абхазия-2015», где впервые была организована коммуникативная площадка между республиками-участницами. Межкультурное общение – важная составляющая этого мероприятия, отмечают его участники. Передача этого культурного пространства – это наложение культурных контактов, это какие-то общие, может быть, в будущем проекты. Тем самым это развитие не только для себя как делегата, но и развитие себя в лице студенчества, в лице молодежи того государства, которое ты представляешь, конечно. Ну и, конечно же, о какой культурной программе может идти речь без Третьяковской галереи? Тут даже слова излишни. Фотоархив на год вперед собран. Впечатлений целый багаж, да и положительных эмоций предостаточно. Наверное, фраза «совместить приятное с полезным» как никогда кстати. Лана Апшилава, Акоп Кощан, Москва. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.